Почему Таджикистан постоянно проигрывает в этом противостоянии и в этой локальной войне? Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. После каждого конфликта на таджикско-кыргызской границе журналисты, эксперты, представители власти и общественность обсуждают очередной проигрыш в информационной войне. Но происходит это так. Журналисты сами по себе, власти сами. Эту ситуацию нужно исправлять. На встрече в Союзе журналистов сразу после последнего конфликта руководители медиа собрались, поговорили и разошлись. Ни один представитель власти на встречу не пришел. Была еще одна встреча по теме 11 октября. На ток-шоу «Растигап» Азия Плюс пригласила журналистов, руководителей ряда журналистских организаций и экспертов. Но и сюда власти тоже не пришли. А бесспорным выводом на ток-шоу было то, что таджикская сторона проиграла информационную войну. И это факт. Если говорить коротко, то у властей и СМИ нет информационной стратегии. Иными словами, таджикские СМИ не были подготовлены к информационной войне и, к сожалению, не готовы до сих пор. Отсутствие доступа журналистов к оперативной и своевременной официальной информации свидетельствует об отсутствии стратегии и по информационной политике и у государства. Об этом говорили все специалисты и эксперты. Например, Абдумалик Кадыров, глава медиа-альянса Таджикистана, сказал: «Любая война, если не соблюдать правила, будет проиграна. В недавней информационной войне у соседей страны был конкретный план. Мы действовали без него, поэтому и проиграли войну». Нуридин Каршибоев, глава Нансмит, также назвал фактором проигрыша отсутствие доступа журналистов к информации. К сожалению, всякий раз, когда ситуация на границе или в другом регионе страны обостряется, чиновники закрывают двери для журналистов. У СМИ соседней страны была стратегия. Журналисты соседней страны были заранее подготовлены и знали, что писать, говорить для внутренней аудитории, что для внешней аудитории. К сожалению, у наших СМИ не было никакой стратегии, и это стало основной причиной поражения таджикской стороны, сказал эксперт Рустам Азизи. Как вы относитесь к такому мнению и согласны ли вы с ним? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Проигрыш в информационной войне в современную эпоху ведет к поражению на других фронтах. Большинство влиятельных мировых СМИ объяснили конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном своей аудитории со ссылкой именно на кыргызские СМИ, потому что информации у таджикских нет. Причина лидерства кыргызских СМИ в предоставлении информации. У таджикских медиа не хватило информации даже чтобы рассказать о ситуации внутренней аудитории. Это привело к тому, что Таджикистан был представлен на международной арене как страна-агрессор. Скрыв информацию о количестве своих убитых, раненых, разрушенных домов и тому подобное, Таджикистан лишний раз как бы подтвердил, что является этой страной-агрессором. Что же делать? Самый эффективный путь к успеху в медиабитве и победе в информационной войне – это взаимное сотрудничество органов власти и СМИ. Своевременное предоставление официальной информации органам власти и ее немедленная публикация средствами массовой информации. Доступ журналистов к ответственным представителям соответствующих органов и их своевременные ответы на вопросы представителей СМИ. В обоих случаях власть может донести свою официальную позицию, которая также считается позицией государства, используя аудиторию СМИ на различных медийных площадках, не только жителям Таджикистана, но и всему миру на нескольких языках. Вместе с реализацией первого пункта необходимо пересмотреть информационную политику Таджикистана. Коренные изменения должны быть внесены в образование будущих журналистов. Реформа должна начаться с факультета журналистики и перейти на более высокий уровень. Модернизацию и повышение эффективности работы госсми и пресс-служб всех госорганов. Организация центра или штаба по сбору, обработке и предоставлению информации при ЧС. Задачей штаба должна стать координация и поддержка совместной деятельности ответственных госорганов, СМИ и экспертов. А как вы относитесь к этой проблеме и как вы думаете, действительно ли она очень важна? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.